Dobroveče, poštovani pratioci stranice Accordion Constellation. Dobrodošli u još jedan live intervju. Pitali smo vas sa kim biste želeli da uradimo intervju i većina vas je kao prvo ime stavila jednog od najpoznatijih izvođača današnjice na harmonici, profesora Jurija Šiškina. Mi smo se potrudili da vašu želju ispunimo i večeras je naš gost upravo profesor Jurij Vasiljević Šiškin, laureat međunarodnih takmičenja za harmoniku i docent Rostovskog državnog konzervatorijuma Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova, imena Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova. Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики страницы Accordion Constellation. Добро пожаловать в наш видеоинтервью. Когда мы вас спрашивали, с кем вы хотели бы посмотреть наш интервью, вы все, как первое имя, написали с Юрием Васильевичем Шишкиным. И мы постарались услышать вашу просьбу. И сегодня наш гость Юрий Васильевич Шишкин, лауреат международных конкурсов и доцент Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова. Добрый вечер, Юрий Васильевич. Спасибо, что согласились. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что согласились участвовать в нашем интервью и что нашим подписчикам допускали услышать так много чего, что от вас можно узнать, а что может помочь всем исполнителям и юными талантами. Не только как я играю, но как я говорю. Да, это когда-то может быть больше важно, чем сама игра, пообщаться с человеком, если вы согласны, это может очень помочь молодым людям, молодым исполнителям и талантам. Иногда это помогает, но очень редко. Разговор очень редко помогает. Но иногда это действует. Так что посмотрим, может получится. Да. Первый вопрос будет об работе со студентами и учениками. По вашему мнению, отношение, когда работаем, когда занимаемся, отношение думать и чувствовать, вот в каком они отношении надо быть? Я скажу, что я педагог молодой. Я совсем немного времени преподаю. Можно переводить, да? Da. Prvo pitanje za naše goste je bilo, tiče se rada sa učenicima i studentima i ja sam pitao prema njegovom mišljenju kakav je odnos između toga misliti i osjećati u izvođaštvu. Ono što naš gost što je prvo rekao je da je on mlad pedagog, dakle ne bavi se toliko dugo pedagogijom. Я думаю, что старшие мои товарищи, великие, знаменитые учителя, они могут больше об этом сказать. Mislim da moje starije kolege, neki od najpoznatijih pedagoga, mogu više o tome da vam kažu. Но я скажу про себя, как я работаю и как я занимаюсь. Ali ja ću reći sa svoje strane onako kako ja radim sa studentima. Я считаю, что у музыканта должно быть в балансе три вещи. Это мысль, это чувство и техника. Mislim da kod izvođača da je potrebno da postoji balans između tri stvari. To je misao, osjećanje i tehnika.
Если чего-то одного недостаточно, это сразу слышно. Этого не хватает, сразу на сцене слышно. Ukoliko samo jedna od ove tri stvari nedostaje, odmah se čuje. Поэтому, если мы говорим, что должно быть более важным, мысль или чувство, что должно быть первым, это, мне кажется, все неправильно. Все должно быть в балансе. Ukoliko govorimo o tome šta je važnije, da li misao ili osjećanje, mislim da to nije dobro, da sve mora da bude u balansu. Я не знаю, что у меня появляется первым, когда я играю новую пьесу. Мысль появляется или появляется чувство. Я за этим не слежу. Ne znam šta se kod mene prvo pojavlja kada igram, kada sviram novu kompoziciju, da li je to misao ili osjećanje. I nisam siguran, nije mi to toliko važno. Я пробовал много раз в своей жизни просто играть, не думая, вот не анализируя, просто, то есть выключить выключить мозг и просто вот чувствовать, играть одними чувствами. Probao sam mnogo puta u životu da potpuno isključim misao i da igram samo, da sviram samo sa osjećanjima, odnosno, dakle, da sviram iz duše, dakle, da potpuno isključim razmišljanje. Это был какой-то кошмар потом. Я себя слушал, запись, это ужасно просто. Это неверный путь. Я считаю, что это просто неверный путь. I kada sam slušao sebe kasnije, to je bio prosto užas i to nije bio pravilni put. Я знаю музыкантов, которые чувствуют очень мало в музыке. У них чувства не очень яркие, не очень горячие, но зато голова работает прекрасно. И они стараются все сделать схемой, конструкцией. То есть они стараются все детали уложить вместе и считают это приоритетом. Прежде всего это. А чувства, это не самое главное. Znam mnoge muzičare koji malo, odnosno fali im osjećanje, malo osjećaju, ali zato im glava radi savršeno i prosto sve do detalja prave konstrukciju, planiraju, ali prosto svaki detalj je u glavi, ali ne i u osjećanju. Я не могу сказать, это правильно или нет, потому что мы все разные. Ne mogu da kažem da li je to ispravno ili ne, zato što smo svi različiti. Я скажу про себя. Когда я чувствую, вот я открываю ноты, я начинаю играть, я сразу начинаю чувствовать. У меня стартует чувство, чувства сразу идут. И я себя спрашиваю, сразу включается мозг. А зачем? Вот этот главный вопрос. Зачем? Зачем столько чувств? Что эти чувства дадут? Какая будет перспектива у этого чувства? Как оно свяжется со следующей фразой, следующим чувством? Какое будет развитие? То есть вопрос постоянно у меня стоит. А для чего? Зачем? А правильно ли я делаю? То есть мозг только лишь контролирует. Он не дает чувствам превратиться в бурю и порвать музыку на куски. Kada otvorim note neke kompozicije, kreću da se javljaju osjećanja. I jedno za drugim ja im prosto ne dozvoljavam da preovladaju, zato što odmah postavljam pitanje zašto, šta predstavljaju ta osjećanja. Posle toga se javlja neko drugo osjećanje, zašto se ono javilo, gde je ta veza između osjećanja i prosto ne dozvoljavam da osjećanja prevagnu na jednu stranu, već razmišljam i dakle uključuje se i misao.
Для меня важно, чтобы мозг работал интенсивно, очень для меня и лично. У меня мозг должен более активно работать, чем чувства, потому что чувств у меня очень много, слишком даже много. Za mene, što je i u prošlom delu odgovora rekao naš gost, dakle, za mene je najvažnije da glava radi, da razmišljam, jer postoji imam mnogo osjećanja u sebi, ali mi je jako bitno da glava razmišlja i da kontroliše sve. Для других музыкантов, а таких очень много, важно быть более горячими эмоционально, больше чувств, более свободными быть в своих чувствах. Потому что мозг слишком сильно работает, а чувств мало. Za druge muzičare mnogo važnije da osjećanja rade, da su otvorene, zato što mozak kod njih radi dosta više, a osjećanja manje. Бывают и такие, у которых и мозг не работает, и чувств мало. Ima i onih kod kojih ni mozak ni osjećanja ne rade. Но это не страшно. Ali ni to nije strašno. Ведь это можно наполнить. Мозг можно наполнить, голову можно наполнить. Moguće napuniti glavu. Книги, фильмы, умные беседы с умными людьми. Knjigama, filmovima, pametnim, dakle, besedama raznih ljudi, pametnih ljudi. Сердце всегда может открыться, всегда может показать свои чувства. Значит, нужно поработать над собой, нужно освободить себя, освободить свое чувство, освободить вообще себя немного. Люди, которые малоэмоциональны и мало чувств показывают, это может быть просто от того, что очень сдержанно себя ведут, понимаешь? Нужна свобода. Nekih ljudi je dakle, potrebno razviti ta osjećanja. Oni prosto su, neki ljudi prosto manje ih osjećaju i za neke ljude potrebno da se oslobode. Postoje dosta ljudi koji su uzdržani, mi bismo tako rekli, uzdržani i prosto im treba da se otvore. И мне кажется, нужно больше экспериментировать, больше пробовать разных вариантов, допустим, исполнения одной фразы. I po mom mišljenju je potrebno da se eksperimentiše, da se isprobava i da na različite načine, na primjer, sviramo jednu frazu. Мне всегда было интересно делать тонкие вещи в музыке. Это всегда было интересно, делать тонкие вещи. Например, мне всегда было интересно сыграть фразу, допустим, показать, изобразить грустного человека, а потом эту же фразу сыграть и изобразить человека старого. Вот какая разница, грустный и старый. Вот как ты изобразишь разницу, вот она очень rядом, да, это трудно сделать, но для меня было интересно. Meni je uvek bilo interesantno da radim тонкие вещи как детали, да? Можно перевести так. Да, вот найти разницу в мелочах. Da nađem razliku između nekih fraza, pa mi se dešavalo da istu frazu odsviram tako da predstavlja tužnog čoveka ili tugu, a onda sledeći put da je odsviram tako da predstavlja starog čoveka. Te dve fraze, odnosno dve definicije su jako blizu, ali meni je bilo potrebno da iznesem tu razliku.
Я хочу даже предложить ребятам, вот я своим студентам предлагаю, вот сыграй эту фразу радостно, радостно, а теперь эту фразу сыграй агрессивно. Очень Čak i сложно найти predlažem, разницу. čak i predlažem svojim učenicima i studentima da odsviraju jednu frazu radosno, a posle toga da je odsviraju agresivno. Jako je teško naći razliku između toga. То есть студенты, и я тоже, мы учимся сразу и чувствовать по-разному, и думать сразу. То есть это все в балансе идет. Вот такие уроки. Dakle, mi se svi učimo da odmah i razmišljamo i osjećamo. I to je taj balans o kom je naš gost pričao na početku ovog pitanja. Ну и, конечно, идет работа над техникой одновременно, чтобы все эти вот, все три вещи, они были в балансе, все обязательно. Вот I такая naravno работа. istovremeno treba raditi i na trećoj stvari, odnosno tehnici. Sećate se sa početka, dakle, misao, osjećanje i tehnika, tako da taj trougao bude u potpunom balansu. Dakle, te tri tačke. Да. Хорошо. Юрий Васильевич, нам интересно, чем вы занимались во время пандемии, когда карантин был и когда концертов не было? Ну, просто только музыкой или там было еще других активностей интересных? Я много успел сделать для своего дома, в котором живу. Da. Dakle, moje pitanje je bilo šta je to naš gost radio u vreme pandemije i karantina, da li se bavio isključivo muzikom ili je bilo i drugih aktivnosti i profesor Šiškin kaže da je uspeo mnogo toga da uradi za svoj dom, odnosno svoju kuću. Я, наконец, стал хозяином своего дома. Я сделал его более чистым. Я сделал то, что давно хотел сделать, починить, поправить, прикрутить. То есть, ну, то, что должен мужчина делать дома. Я все это стал делать. Это такое удовольствие. Ono što mi predstavlja veliko zadovoljstvo je da sam uspeo da uradim sve što sam davno želeo u svom domu i postao sam pravi vlasnik svog doma, dakle sve popravke, sve što je trebalo da se uradi, da se počisti i tako dalje, što sam hteo davno da uradim, uspeo sam da uradim. Это первое. Второе, я стал много готовить разной пищи. Я стал на кухне очень много разных блюд, сложных, простых. Для меня это стало такое же искусство, как музыка. Ovo je bila prva stvar koju sam preveo, a druga stvar koju je naš gost radio za vreme karantina je da je počeo mnogo da sprema, dakle da sprema hranu i to je postao je pravi umetnik u kuhinji, dakle za njega je kulinarstvo postala umetnost kao i muzika. Теперь я готовлю лучше жены. Лучше своей жены. I u ovom trenutku bolje sprema, odnosno kuva hranu od svoje supruge. Но я знаю точно, что одно блюдо, вот, которое готовит женщина, я не смогу повторить. Ali znam da jedno jelo koje sprema žena, to ne mogu da ponovim. Я был в гостях у Милена Гилетича, и его жена Весна, она готовит фантастический торт. И вот этот торт, я думаю, что никогда не смогу повторить. Это для меня вершина просто. Dakle, kod profesora Miljana Djelatića je naš gost bio u gostima i njegova supruga je spremala jednu tortu koju po rečima profesora Šiškina on nikada neće uspeti tako da napravi.
Еще на карантине я сделал очень много транскрипций, о которых мечтал. Очень много. Я сразу сделал, по-моему, около 10 транскрипций. Da. I za vreme karantina sam također uradio mnogo transkripcija o kojima sam odavno maštao da ih uradim, dakle oko 10 transkripcija. В общем, я занимался каждый день примерно по 5-10 часов каждый день на карантине. I od 5 do 10 sati sam vežbao u vreme karantina. Проблем не было с моей семьей, то есть мы достаточно изолированы друг от друга комнаты, и если мы контактировали, мы не уставали друг от друга. Хотя не выходили на улицу, были все время вместе, но мы не уставали. С нами еще живет сын, но нам было легко всем общаться. Это было, в общем-то, веселое время. I uspeli smo, svi su u porodici profesora Šiškina, svi su zdravi, tako da uspeli su i da se na neki način izoluju, dakle svi su svako bio u svom nekom prostoru i imali su i kad su bili zajedno, bilo je u stvari vrlo interesantno to provođenje vremena zajedno, dakle porodično. Хорошо. Один вопрос, может быть, вам интересно, не знаю, если когда-то думали, если сейчас готовили бы фильм о Юрию Васильевичу Шишкину, как его назвали бы? Если бы это было мое интервью, фильм обо мне, где я много разговариваю, я бы назвал его «Моя музыкальная религия». Moje pitanje za naše goste bilo, ukoliko bi se sada snimao film o Juriju Šiškinu, kako bi on želeo da se ovaj film zove. I ukoliko bi to bio film u koji bi imao puno delova gde intervjuišu našeg gosta, on bi želeo da se taj film zove Moja muzička religija. Потому что ты знаешь, что такое религия? Что означает слово «религио»? Да. Ты знаешь? Я вот тебя спрашиваю. Да. Александр. Да, религия как... Не знаю, нет, само слово. Как переводится слово «религия»? У нас тоже так религия. Нет, смотри. Религио. Ре – это восстановление. Как реинкарнация, регенерация. То есть восстановление. Ре. Лигио – это связь. Лига. То есть восстановление связи. Религия – это восстановление связи с Богом. Понимаешь? И вот с точки зрения музыки, это восстановление связи в большом смысле слова, да? Это восстановление связи с самой музыкой, с слушателем, с самим собой. Dakle, ovo je bilo pitanje za mene, da li znam šta označava pojam religija. Dakle, re označava nešto što se ponavlja, a ligio znači kao veza sa Bogom. U ovom kontekstu, kako je rekao naš gost, moja muzička religija, to bi značilo, dakle, kao ponavljanje te veze sa publikom, sa muzikom, pa i sa samim sobom u toku izvođenja. Вот. Спасибо. Сейчас, когда вы услышите слово «Сербия», кроме этого хорошего тортика у профессора Белетича, что ваше первое воспоминание о Сербии? Первое воспоминание о Сербии – это красивые женщины. Очень красивые женщины. Затем я ощутил необыкновенный комфорт от общения с людьми, редкий комфорт. Вот, знаете, уважение и
воспитанность какая-то особенная в молодых людях, умение, уважение, вообще уважение прежде всего. И к старшим уважение молодых людей, вообще просто вот это комфортная и интеллигентная вот такой вот особенность народа. Мне это очень понравилось. Большое чувство юмора. И скажу, конечно, очень техничные музыканты, очень быстро играют. Я так не смогу. Хорошо. Dakle, moje pitanje je bilo čuje, kada čuje reč Srbija, šta je to što mu prvo našem gostu padne na pamet, a da nije pomenuta torta. Dakle, prvo što je naš gost naveo su jako lepe žene, zatim možemo reći taj razgovor, odnosno konverzaciju uopšte sa ljudima koji su puni poštovanja i uopšte taj komfort koji osjeća kada razgovara sa nekim mladi koji su puni uvažavanja i to neko vaspitanje, dakle ljudi u našoj zemlji za koje misli da je prosto odlika, generalno odlika našeg naroda, zatim humor, dakle naši ljudi su prema mišljenju našeg gosta svi humoristi i što se tiče izvođaštva, to je tehnika. Misli da naši izvođači svi jako brzo sviraju i da kako se naš gost našalio, ja tako ne bih mogao. Хорошо. И последний вопрос в этом интервью. Если вообще можем говорить о планах на будущее, вы можете нам сказать, какие у вас планы? У нас совсем недавно был интервью с Эгле Барткевичуте, и она говорила, что там был запланирован концерт в Берлине, в филармонии, и что она очень ждет этот концерт, чтобы все границы открылись, и чтобы вместе публика в залах была и так далее. Мы знаем, что вы тоже участвовали на таком концерте, и что будете снова участвовать. Ну, еще кроме этого, какие планы есть у вас? Я думаю, что лучше не говорить о том, Пожалуйста, повторите, потому что связь... То, что еще не родилось, событие, которого еще нет, о чем планируешь, об этом еще лучше не говорить. Это как ребенок, который еще не родился, а ты о нем уже говоришь другим. Dakle, moje posljednje pitanje je bilo o planovima, ukoliko uopšte nešto moguće planirati sada. Čuli ste i u našem intervju sa gošćom iz Litvanije da je bio planiran koncert u Berlinskoj filharmoniji i gde treba da učestvuje i naš gost, ali da je to odloženo i da je ona čekala taj koncert. I osim tog koncerta ja sam pitao šta su planovi. Naš gost odgovara da nije dobro uvek govoriti o onome što se nije desilo. To je kao govoriti o detetu koje se još uvek nije rodilo. Поэтому, да, Эгли Барткевичуте, и эта встреча с ней тоже была очень запоминающейся. Это замечательный музыкант, женщина замечательная. Вообще у меня много друзей. И у меня планы, это не только, конечно, сыграть в Берлинской филармонии, но мой план быть здоровым. И чтобы все те, кого я люблю, были здоровы. И чтобы мы все увиделись. I vidjeli как можно češće. Dakle, moja želja, odnosno planovi su da svi budemo zdravi i da se svi možemo u zdravlju okupiti i da se koliko je god moguće često srećemo svuda. I ja imam puno prijatelja za koje takođe želim da
želim za sebe da ostanem zdrav i za svoje prijatelje kako bi se uvek okupljali u toj atmosferi. Хорошо, спасибо большое. Мы вам желаем здоровья прежде всего и вдохновения. И я думаю, что это самое главное. Да. Завтра у меня концерт. Завтра я буду играть концерт в музыкальном колледже, но это концерт закрытый. Я играю для студентов. Вот я собираю, может быть, 5 человек. Я сажаю и играю. Да. Почему? Потому что мне нужна концертная форма. Я каждые 4-5 дней играю концерты для 2-3 человек. Это замечательно. Но это тоже хороший совет всем исполнителям, что можно так делать. Dakle, naš gost sutra svira koncert, zatvoreni koncert za svoje studente i on to često radi u ovo vreme zato što mu je potrebna koncertna forma, odnosno kako bi mi rekli da ostane u kondiciji i on stalno radi, samo nekoliko ljudi je prisutno na tom koncertu i to su zatvoreni koncerti. Вот, и потому что концерт может быть в любой момент. В любой момент он состоится. Нужно быть готовым. I koncert se može desiti u svakom momentu, tako da treba biti spreman. Вот так получилось, допустим, Углевик, Сербская республика. Вот мы не знали, что будет возможность встретиться. Это было окно, короткое, маленькое окно, даты, когда можно было приехать в Сербскую республику, сыграть концерт у Славы Шиперича на фестивале. И это было просто незабываемо. Самое главное, что я был готов, Славиша организовал потрясающий фестиваль, все довольны, и muzika звучала в нужном месте, в нужный момент. Kao što se desilo sa festivalom Dani harmonike u Republici Srpskoj koji organizuje profesor Slaviša Perić, dakle ono što je najbitnije, profesor Šiškin je bio spreman da svira koncert, postojao je kao mali prozor ili mali okvir kada je moguće održati taj koncert, dakle da je izvođač spreman, da organizator, odnosno profesor Perić može da organizuje takav festival, uopšte u ovo vreme da je moguće doći, da naš gost dođe iz Rusiju Republiku Srpsku i desilo se na kraju da je to bio sjajan događaj, veliki festival i kao što ste imali prilike kod nas na stranici da vidite, bilo je vrlo posjećeno, a imali ste priliku i da čujete ovaj koncert. Поэтому я хотел бы сказать молодым людям, многие занимаются только тогда, когда есть концерт или экзамен. Но когда ты занимаешься все время, ты становишься магнит. Ты притягиваешь к себе концерты, выступления важных и нужных людей. I jedan savjet za sve izvođače, sve učenike i studente, dakle kada vežbate stalno, vi ste kao magnet i privlačite stalno koncerte i druge ljude, a kada vežbate samo kada imate neki događaj, to dakle nije dobro, treba stalno da vežbate i da budete u formi kako biste mogli da privlačite te događaje. Хорошо, большое спасибо за этот совет. Мы желаем вам всего самого доброго и спасибо еще раз за этот интервью. Я уверен, что там будет много чего интересного нашим подписчикам послушать. Хорошо, спасибо. Poštovani, do свидания. Do svidanja. Poštovani pratioci, ovo je bio intervju sa velikim Jurijem Šiškinom po vašoj želji i nadam se da ste uživali u ovom intervju i siguran sam da ste mogli da čujete mnogo korisnih saveta i informacija, a mi se vidimo uskoro u novom intervju. Doviđenja.